Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, что аферисты в Казани придумали новую схему обмана. Все, по сути, выглядит очень хорошо сделано. Очень хорошо, да, молодцы. Жертвы мошенничества лишаются всех денег на банковских картах. Покажем, как сгорел алкомаркет на улице Челюскина. И что грозит женщине, упавшей с сыном с самоката. А также хроника дорожных происшествий. Можно сказать про дураков и дорог. Это и не только. Прямо сейчас. В Казани появился новый способ мошенничества. Обмануты уже несколько человек. Они полностью лишились денег с банковских карт. Жертвами аферистов становятся люди для передвижения, ищущие попутчиков на популярном сервисе. О новой схеме обмана и как не попасть на удочку аферистов расскажет Нафиса Минязова. Это мой адрес в городе Уфе. Вот, да? Это то, что он ввел, да? То есть все, по сути, выглядит очень хорошо сделано. Очень хорошо, да, молодцы. Признаваясь, что попалась на схему мошенников, 29-летняя жительница Казани рассказала, хотела уехать из Уфы в Казань. На сервисе поиска попутчиков нашла водителя, а за поездку он просил 930 рублей. Забронировав место, связалась с мужчиной. Тот предложил продолжить общение в другом мессенджере и попросил заранее перевести ему деньги. Отправил ссылку, очень похожую на сервис поиска попутчиков, и пообещал, что предоставит женщине все чеки. Убедившись, что все честно, она перешла по ссылке. Там ввела данные карты, вбила сумму, но платеж якобы не прошел. Так 2 раза. Прихожу, опять оплачиваю, опять не проходит, говорю водителю о том, что не прошла оплата, давайте все-таки налом. Он говорит, хорошо, тогда я за вами заеду в 2:30 ночи. Когда поняла, что с карты у нее списали 1860 рублей, написала водителю. Он обещал вернуть деньги при встрече, но в условленное время за женщиной никто не приехал. Тут она и поняла, что стала жертвой обмана. Сайт, на который прислал ссылку аферист, был копией настоящего сервиса и имел похожий адрес. А чуть позже узнала, что ее банковская карта совершенно пуста. До этого на счету было 9500 рублей. Новогодняя премия. На них она и планировала жить до следующей зарплаты. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Обманутых в Казани таким способом уже несколько человек. При выявлении нахождения владельцев в других регионах применяются также меры межведомственного и межрегионального взаимодействия, принимаются меры для раскрытия преступлений. Также хочется отметить, что максимальное наказание за совершение преступлений по статье 159 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации составляет 15 лет лишения свободы. Представители онлайн-сервиса поиска попутчиков на своей площадке ежеэтапно предупреждают людей быть бдительнее. Мы рекомендуем осторожнее относиться к пользователям, которые зарегистрировались недавно и пока не имеют отзывов. Лучше выбирать проверенных попутчиков с хорошим рейтингом. Если водитель просит сделать предоплату поездки или присылает любую ссылку, нужно оставить на него жалобу, и мы заблокируем его аккаунт. Аферисты постоянно придумывают новые способы обмана людей, поэтому на их уловки попадаются люди разных возрастов и разных профессий. И чтобы не попасться, необходимо помнить несколько золотых правил. Это никогда не сообщать данные с оборотной стороны вашей карты и никому не говорить о том, какие цифры вам пришли от банка для подтверждения каких-либо операций. Берегите себя и не попадайтесь на уловки мошенников. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, Вызов 112. О мошенничестве мы еще поговорим в этой программе. А сейчас о других происшествиях. Женщина, которая упала с электросамоката вместе со своим ребенком, пойдет под суд. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью малыша по неосторожности. Уголовное дело против 35-летней жительницы Иннополиса следователи возбудили после того, как женщина летом минувшего года каталась с годовалым сыном, который был зафиксирован у нее на груди при помощи слинга. Она не справилась с управлением и упала с мальчиком на асфальт. Малыш получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Причастность к совершению преступления женщина не признала. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Алкомаркет сгорел сегодня на улице Челюскина. Сообщение о горящей торговой точке поступило по номеру пожарной охраны 101. Пламя разгорелось еще до открытия магазина. Внутри никого не было. Огнеборцам пришлось выламывать металлическую дверь. С огнем удалось справиться меньше, чем за час. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причина возгорания еще не установлена.
Трагедией обернулось сегодня столкновение «Лады» и фуры в Буинском районе недалеко от села Чувашские Кищаки. Кто из водителей выехал на полосу встречного движения, еще не установлено. Легковушку от удара выбросило в кювет. Водитель погиб на месте. Обстоятельства выясняют следователи и сотрудники ГИБДД. Kia и Renault Captur столкнулись в вечерний час пик на пересечении улиц Шамиля Усманова и Декабристов. По предварительным данным, водитель корейской иномарки повернул налево, не пропустив при этом встречный транспорт. В результате удара Renault отбросила на полосу встречного движения. Легковушка была уже не на ходу. А на улице Ленская с рельсов сошел трамвай. Инцидент произошел в момент, когда электротранспорт поворачивал налево. Возможно, все случилось из-за заметенных снегом путей. В итоге было парализовано движение трамваев в обе стороны. Чтобы вернуть вагон на рельсы, пришлось задействовать тяжелую технику. Совершенно новый автомобиль разбил владелец Mitsubishi на улице Вишневского. Виной всему мужчина считает погодные условия, дорога была очень скользкой, и неосторожность водителя Kia, который и подтолкнул его в столб. О последствиях Татьяна Тимошенко. Можно сказать про дураков и дорог. Друзья водителя Mitsubishi не потеряли оптимизма и чувства юмора. Они понимали, что последствия аварии могли бы быть куда серьезнее. К счастью, обошлось без пострадавших. Впрочем, повод для расстройства у водителя был. Машина была совершенно новая. Он купил ее в предпоследний день ушедшего года. Без аварии проездил 2 недели. Теперь же у автомобиля разбита вся передняя часть. Подрезал, толкнул просто все. По рассказам водителя Mitsubishi, все началось с того, что Kia, которая ехала в соседнем ряду и чуть сзади, вдруг стала заносить, и она врезалась во внедорожник. Удар изменил траекторию его движения, машину потащила в сторону, в результате чего она и влетела в столб. Вину признаете или нет? Участники ДТП остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции для оформления происшествия. Татьяна Тимошенко, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Именно плохие погодные условия и неочищенная дорога стали причиной аварии на улице Марселя Слимжанова. Так считает ее предполагаемый виновник. Там столкнулись Hyundai и Mercedes. Корейскую иномарку после удара откинуло в сугроб, а немецкий автомобиль получил такие повреждения, что не смог больше проехать и метра. Юлия Гоголева с подробностями. Скоро получу российский право. Экзамен в следующей неделе. Общий стаж вождения водителя Hyundai Solaris 8 лет. В условиях российской зимы гражданин Узбекистана уже 2 года. Мужчина объяснил, что попал в аварию из-за того, что не справился с управлением на снежной дороге. Вы не разворачивались? Или вы прямо ехали? Прямо. То есть вас просто понесло? То есть, да, я просто первую полосу был, когда газ нажал, вторую полосу я хотел. На это время машина сильно раскрутила. Вот поэтому. То есть вас раскрутило, и у вас удар получается в бок. По рассказам водителя иномарки, после того, как его машину развернуло, в левый бок врезался Мерседес. Немецкий автомобиль ехал позади Hyundai в соседнем ряду. Его водитель попросту не успел среагировать на такой неожиданный маневр легковушки. Теперь Мерседесу предстоит дорогостоящий ремонт. Водителю Hyundai остается надеяться, что страховка покроет причиненный ущерб. В противном случае разницу ему придется доплатить самому. Юлия Гоголева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. А теперь вернемся к теме мошенничества. Подозреваемого в следующем обмане уже нашли и задержали. 28-летний житель Ростовской области теперь в следственном изоляторе ждет окончания следствия и суда. Он придумал простую схему, и люди стали перечислять ему деньги. Конечно, не просто так, а после обещаний выслать необходимый товар. Деньги, как установили следователи, он получал, а своих обещаний не выполнял. При этом пытался сделать так, чтобы полицейские не смогли выйти на его след. Но, как убедился Рамиль Шайдулин, это не помогло. За что задержали? Подозрение в мошенничестве. Какое мошенничество? По продаже бумаги. Он хотел превратить обычную пищу бумагу в билеты Банка России. Даже ее отсутствие проблемой для мужчины не составляло. И, как установили полицейские, он на одном из сайтов разместил объявление о продаже офисной бумаги. Покупатель, житель села Урусу Итазинского района, откликнулся через пару дней. Хотел купить 240 пачек и перечислил предоплату с 16 тысяч рублей. После чего продавец перестал выходить на связь, но получать деньги из воздуха ему, видимо, понравилось. Объявление он не убрал и вскоре нашелся
еще один покупатель. Следующий покупатель, житель Казани, засомневался в законности сделки и отменил ее, когда при переводе денежных средств обнаружил, что банковская карта принадлежит третьему лицу – бабушке злоумышленника. Мужчину задержали, им оказался 28-летний житель Ростовской области. На него вышли именно через банковскую карту его бабушки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество». Дожидаться суда мужчина будет в следственном изоляторе. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, «Вызов 112». Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.